Местные легенды оживали в пансионате «Ладем». Что такое событийный туризм, узнаем прямо сейчас. Не верьте людям, которые говорят, что чудес не бывает. На самом деле они существуют, нужно только захотеть их увидеть или сотворить. И для этого совсем не обязательно ждать Нового года или купалья. В совершенно обычный день тоже можно наблюдать Бабу-Ягу или Водяного. В последнее время все чаще говорят о событийном туризме. А мы не только говорим, но и делаем. Что такое событийный туризм? Это какие-то интересные мероприятия, которые позволяют привлечь внимание туристов к региону. В нашем Лепельском регионе, в пансионате «Ладе», есть замечательное Лепельское озеро, наша природа. И поэтому именно из этих побуждений мы решили в этом году впервые провести в пансионате для отдыхающих День Нептуна. Поскольку праздник будет проходить на белорусском языке, то есть он основан на фольклорных каких-то событиях, он будет называться День водяника. Встреча с водяником. Мы надеемся, что всем нашим отдыхающим понравится мероприятие. В дальнейшем оно станет традиционным и будет не только для наших отдыхающих гостей пансионата, но мы также приглашаем на него и всех жителей Лепеля, туристов Лепельского региона, туристов Витебщины. Игры и танцы возле костра всегда вызывали неподдельный интерес у туристов. Но все становится намного интереснее, когда к известным сказочным героям добавляется белорусский язык, национальные обряды и местные чудовища. Известного, но оттого не менее загадочного цмока мы так и не увидели. Зато нашли человека, который не просто знает о нем многое, но и утверждает, что имел возможность с ним встретиться. Цмок – это легендарная мифичная истота. По сутности, это одно и то, что у русской мифологии змей Горынович, у китайской мифологии дракон, а у мифологии Великого княства Литовского это цмок. Яны прикладно один на одного подобные. Вот. Ну, это цмока можно лечить это белорусской легендарной такой мифичной истотой. Тем больше, что уся Беларусь, вот, культурная Беларусь, ведая, что цмок живе у нашем возеры. Вот, у Лепельскім возеры. І пайшло гэта ад Караткевіча. Ніхто б не ведаў. З яго романа Христос прызямліўся ў гародні гістарычнага романа. Ось. І у ім ён напісаў, там пра Лепель нічога няма, толькі вот у сувязі са цмокам узгадана, што у Лепельскім возеры за одну ноч выдаглі каля 60 цмокаў. Якія яны былі страшныя, там ён апісвае падрабязнасцю, я ўжо не памятаю, трэба гэты роман чытаць. Вось. І напісаў, што лежалі, запсаваліся, пачалі смярдзець на ўсё наваколле. І ўрэшце рэшт выплыў самы вялікі цмок, і ён тут сканаў. Прычына іх смерці невядомая. Вот. Ці засталіся цмокі ў Лепельскім возеры, ці не, ён не канкрэтызуе. Вот. Вядома, раз яны існавалі, калі што раней, то яны павінны ж нейкае потомство пасля сябе пакінуць. І цмок у Лепельскім возеры жыве. Организаторы праздника сделали все возможное, чтобы заинтересовать своих гостей. Конкурсы были рассчитаны на все возраста и поколения, так что каждый нашел себе занятие. И вопреки скептическим ожиданиям, белорусский язык преграды для хорошего настроения не стал.